ГСП онлайн. Городские новости сейчас. В преддверии главного праздника страны – Дня Победы, каждый хочет прикоснуться к истории. Как правило, в начале мая все стараются встретиться с ветеранами, поздравить их лично. Но не все приходят только ради поздравлений. Есть те, кто решает их бытовые проблемы, которые, к сожалению, зачастую никого, кроме меценатов, не волнуют. Так, группа из 4 предпринимателей Ухты помогли 2 ветеранам Великой Отечественной войны сделать их жизнь чуть проще. И ту необходимость, которая им нужна была, текущая, самая необходимость, мы им помогли. И помогли, собрались коллективом, несколько предпринимателей, мы, Ультрамед, Автолидер, Алиса, Окномаркет. То есть собрались те, которые не безразличны и неравнодушны к этим людям. Я очень благодарна своим коллегам, своим друзьям, которые откликнулись. Людмила Киросова отмечает, предлагали больше, но ветераны – люди скромные. И, пожалуй, очень важно для них именно общение. Поэтому предприниматели пришли к ним еще раз, уже в преддверии праздника. И герои войны, кажется, этому визиту очень рады. Несмотря на все тяготы и лишения, которые они перенесли в юности, до сих пор бодры и веселы. Владимир Иванович Мищенко перед гостями даже не присел. Вел свой рассказ стоя. Чувствуется закалка. Он прошел войну от солдата до командира роты. Я, кстати, День Победы встретил в госпитале, потому что 28 апреля 1945 года получил ранение последнее при боях чехословацкого города Моравского острова. И попал в госпиталь, поэтому День Победы пришлось встречать в госпитале. В госпитале эвакуировали в Польшу, там в Польше встретили День Победы. Радость была, конечно, невероятная, несмотря на то, что раненые были в госпитале, все там, со всякими ранениями были. Были без рук, без ног. Но когда объявили, что День Победы, все вскочили с постели, все начали обниматься и даже припрыгивать от радости. Несмотря на 2 ордена и большое количество юбилейных медалей, герою и его супруге были нужны самые обыкновенные вещи. Перед праздником уже можно похвастаться такими нужными подарками. Новенькое окошко от компании «Окномаркет» и 2-я входная дверь от компании «Алиса». К слову, эта фирма в акции помощи ветерану подключила даже Чебоксарский завод. Просили у них всего-то скидку на полотно, а в итоге получили дверь бесплатно. Транспортники, которые доставили подарок в Ухту, также не взяли ни копейки. Тут за благодарную улыбку пожилой четы уже поработали монтажники компании. А вот второму участнику этой акции, долгожителю Николаю Филипповичу Токуеву, необходима была газовая плита. Старая совсем прохудилась, сетовала дочь ветерана. Убитая плита была, убитая. Все, духовка не работала, я даже не могла поджечь, вызывала газовщика. А он мне говорит: возьмите, говорит, вот эту штуку снимайте, выдвигайте и прямо там поджигайте, а потом туда задвигайте. Я же боюсь, я жду, когда там только вспыхнет, потом бух, аж с огнем. Это же взорваться можно, а если он один? Теперь на кухне блестит совсем новая. Ее купили руководители медцентра «Ультрамед» и автошколы «Автолидер». Теперь Николаю Филипповичу не придется думать о насущном. Можно дальше работать над книгой. Да-да, несмотря на преклонный возраст, 98 лет, он планирует переиздать свой труд под названием «Эх, как бы дожить бы». Там вся его жизнь и вся война. Ведь ее он встретил в первый же день на границе Белоруссии с Польшей. 22 июня, налетели с самолетом на наш полк, город, и давай бомбить. Станции разбомбили, многие города, то есть деревья там и жилые помещения, все горело, пожар был ужасный такой. Жаль, что труд Николая Филипповича вышел маленьким тиражом в 100 штук. Но перед главным праздником ветерана, 9 мая, должны случаться чудеса. Во время визита предпринимателей в квартиру с поздравлениями входит мэр города. Меценаты не теряют времени даром. Просят руководителя администрации издать еще. Он согласно кивает. Надеемся, эту книгу смогут прочесть все потомки этого поколения победителей. Ведь в преддверии Дня Победы не только хочется прикоснуться к истории, но и сохранить ее на многие годы.